Про лес, вот самые какие такие популярные сочетания в русском языке в первую очередь в голову приходят. Во-первых, лес дремучий и зеленый лес. И исходя из этого, очень многие даже в коми язык сейчас калькировали Турун Вижвер, там и еще называют, то есть зеленый лес. А на самом деле для коми зеленого леса как такового не существовало. То есть такие выражения, как веж-рас, веж-вер, но веж тут скорее несет не оттенок зеленого, а идет в значении молодой, новый, свежий. То есть рас это лиственные какие-то деревья, молодые, молодняк. Веж-вер то же самое, то есть молодой лес, юный лес. То есть в этом значении идет веж, и где-то он даже не столько зеленый, сколько золотисто-зеленый, то есть ближе к желтому, чем к зеленому. А так для разных участков леса, то есть сам лес в целом и географически, и как-то пространственно, конечно, у коми называется парма. То есть парма это все, что нас окружает, вся природа. Хотя в узком своем значении парма тоже встречается и означает лес, который растет на возвышенности, то есть какие-то вот эти высокие места, заросшие старым таким матерым лесом чаще всего. Вот. Ну и где-то вот какие-то разные названия, там ельник, егер, яг, бор, то есть все какие-то разные растения, разные деревья, разный лес, он обозначается по-разному. И в зависимости от этого тоже, видимо, существуют какие-то цветовые различия, цветовые градации. Ну, вот то, что в русском языке дремучий лес называют, в коми языке, может быть, просто называют тыль, допустим, это тыль. Чаще всего ельник, очень густой, такой частый, что сложно проходить, сложно проходимый такой. Есть пемедвер, допустим, или щедвер. Но щедвер, то есть черный лес, если буквально перевести. Черный лес означает скорее даже не сам цвет леса, сколько удаленность. То есть некий удаленный лес. Щедвер шира, мунны, щедвер ширинчужны, то есть пойти в черный лес, родиться в черном буквально лесу, то есть, ну, вот у Савина еще дверширин, чужой выдум еще дверширин, то есть не в том смысле, что вот лес такой черный, а в том, что вот где-то удаленный от всех населенных мест, окраина какая-то, дальний лес, заброшенные места какие-то человеком, непосещаемые, то есть в этом значении вот щедвер употребляется и используется. Вот. А также сам как бы лес, связанный с светом, ну, вот есть такое сочетание гордвер, допустим, гордвер, красный лес, если буквально перевести. В принципе, ну, гордвер это прежде всего такой сосновый, светлый, яркий, такой красный лес. Боровой лес такой открытый. И гордвер называют еще и строительный лес, опять же, прежде всего сосну. То есть, в принципе, это примерно соответствует русскому сочетанию. Вот кремлевый лес, есть такое выражение, кремлевый лес. Красный лес тоже называют в северных регионах на севере России, в Архангельской области, допустим. Красный лес это лиственничный, сосновый такой открытый боровой лес. Вот. Веж, ну вот веж в значении такой молодой, юный, ближе, наверное, по цвету к желтому, чем к зеленому, то есть такой очень бледно-зеленый или желто-зеленый. То есть прежде всего относится
к юности, к молодости, к возрасту растущего леса. Иногда могут так назвать, допустим, березняк какой-нибудь, осенний лес зарни, золотой лес. И когда говорят о перспективе, о массиве каком-то, то есть где-то с возвышенности, когда смотришь на лес, он кажется синим, вот так и называют лес-вер, синий лес, то есть где-то вот смыкается даже с небом, небесная синева и синева леса, вот это разные оттенки, но все же как бы вот связаны с синим цветом. Ну, собственно, вот, наверное, вот эти Шёдвеж, Горд, Лез, вот эти основные цветообозначения. Вот. Но, в принципе, нигде в Укоме не встречается Турунвиш, там, допустим, ну, то есть зеленый именно, конкретно зеленый, вот это название. Ну, естественно, для человека, который живет постоянно в лесу, вот какое-то развлечение, оно всегда должно быть, классификация, ну вот как, допустим, у сибирских народов, у Нганасан, у энцев есть около 40 названий для снега, то есть разный снег называется по-разному, снег это разный снег. Точно так же и в коми языке очень много вот таких вот номинаций, очень много названий, которые конкретно определяют название вот этого леса, конкретного леса, конкретного участка, в низине, на возвышенности, ровный какой-то, какие деревья преобладают, хвойные, лиственные, там и среди хвойных тоже различия может быть, еловые потемнее, сосновые, они посветлее, золотистые, красные. Встречаются даже вот такие, не часто, но еджид яг, допустим, говорят, но это чисто уже связано с ягелем, с цветом ягеля. Но это реже немножко встречается и, видимо, не так употребимо. Ну, поэтому, ну, вроде лес, он и в Африке лес, но все равно в Африке называют джунгли, у нас по-другому. Вот. Есть два общих названия. Парма, это в целом лес, или Верна, это общее название, тоже общее название, но отличается от Пармы тем, что Парма все-таки как бы понятие немножко шире. Немножко шире. То же самое вот есть такие разделения, как Матысвер, Илысвер, допустим, ближний и дальний лес. Это чаще у промысловиков встречается, допустим, какое-то время года они промышляют в ближних лесах, где-то в пределах нескольких километров от своих деревень, от сел. И потом идут в дальние леса, Илысвер. Вот как раз там, может быть, еще дворы встречаются. То есть где-то к Уралу ходили, там с Верховьевичек, до Свишеры, с Вами, за Урал. Вот там все это дальний лес. То есть черный, темный, малоизведанный, малоизвестный и так далее. Вот где-то вот так вот. Спасибо.